На первый взгляд простому обывателю может показаться, что это всего лишь конная прогулка, но на этих кадрах специально обученная лошадь демонстрирует обратное. Такая манера езды или в простонародье походка признана во всем мире самым эффективным способом реабилитации детей с синдромом Дауна, аутизмом, ДЦП, различного рода нарушениями опорно-двигательного аппарата. И вообще, конные прогулки улучшают настроение ребенка, помогают расслабиться, развить чувство равновесия и, что немаловажно для малыша, дают тепловой массаж, который заставляет мышцы работать. Следует напомнить недавний визит в республику специалистов по ипотерапии из Санкт-Петербурга для проведения семинара по повышению квалификации сотрудников благотворительного фонда МЯЛ. В рамках семинара были организованы бесплатные курсы для детей с ограниченными возможностями здоровья. Все это стало доступно благодаря реализации социально значимого проекта при поддержке президентского гранта. Лошадь является неким инструментом терапевтического воздействия на организм всадника. И терапия заключается в непосредственной передаче двигательных импульсов лошади на тело всадника. Смысл в том, что лошадь передает двигательные импульсы на тело. И только лошадь создает такие специфические двигательные импульсы, которые организму полезны. Как рассказывает Лейла Дзейтова, приступить к лечению малышей с ограниченными возможностями планировалось в этом месяце, если бы не опасность распространения пандемии коронавируса и объявленного повсеместно карантина. Недавно благотворительный фонд МЯЛ запустил проект ипотерапия для детей с инвалидностью. Надеюсь, что скоро карантин снимут, и мы продолжим лечение верховой ездой. Всем мира и добра, крепкого здоровья. Создать вокруг малыша правильный настрой, уют и заботу – это и есть первостепенная задача лечения методом ипотерапии, рассказывает Руслан Зейтов. Он сам в прошлом году прошел обучение в Санкт-Петербурге, является дипломированным специалистом в области ипотерапии. Сложившейся эпидемиологической ситуации и распространения инфекционных заболеваний коронавирус сотрудниками фонда МЯЛ приостановлены занятия по ипотерапии. Хотел бы призвать всех наших жителей, граждан, соблюдать меры карантина и самоизоляции. Ипотерапия как метод лечения приемлем не для всех малышей, ввиду особенностей их заболеваний. Понять физическое и эмоциональное состояние детей теперь уже готовы проинструктированные сотрудники фонда МЯЛ. Ипподромы пустуют, и дети находятся дома. Дана Плеева, Адам Мережков, Новости 24.